Депутат Тумен Александр Иванов вернулся из Москвы и сразу же поделился новостями. Он публично заявил, что в столице на него оказывали давление представители руководства партии «Новые, люди», требуя сложить полномочия и вернуть мандат. Я скорее получил не переговоры в Москве, а ультиматум. Руководство партии просто мне показало, даже так лежали бумаги, сказали, чтобы я добровольно вышел из фракции, сложил свой мандат, и за счет этого они пытаются чуточку так уладить мою безопасность, мою свободу, мою жизнь. По словам депутата, взамен ему было предложено решение уголовных вопросов, обещание помочь избежать уголовного преследования, которое его обязательно ждет в сложившейся ситуации. Это применение незаконного давления в отношении избранного представителя, что содержит угрозу для принципов представительной демократии и для личной безопасности самого депутата. Власть, которая должна защищать интересы граждан, превращена в инструмент давления и запугивания. Вместо того, чтобы быть опорой общества, местные руководители во главе с Айсеном Николаевым демонстрируют презрение к самим основам представительной демократии. У нас в республике Николаев лично оказывает давление на депутатов. По его прямому приказу силовики преследуют инакомыслие, подавляют любые альтернативные голоса. У нас в республике есть такой человек, который очень на своем веку, наверное, свою карьеру только этим и занимался, что черными интригами и такими из-под тишка действиями, да? Но давайте вспомним. Согласно Конституции, именно народ является единственным источником власти. Не губернаторы, не партии, не силовые структуры, а граждане, которые имеют право на правду, справедливость и свободное волеизъявление. Это право никто не может отнять. Вопрос стоит остро. Сколько еще якутяне будут терпеть беззаконие и репрессии? Сколько раз нам будут повторять, что нужно потерпеть, пока депутатов заставляют отказываться от мандатов, а независимые голоса пытаются заглушить угрозами? Мы имеем право требовать защиты интересов граждан, прозрачности деятельности властей, их ответственности и перемен. И эти перемены должны начинаться с каждого. С открытой позиции, с общественного контроля, с готовности заявлять о несправедливости. Не Айсен и не Губарев дают нам права, а мы, народ, доверяем им власть лишь временно и под отчет. Сегодня пришло время напомнить об этом вслух.